Я гражданин Киргизстана. Я родился во Фрунзе. Я врач в 3-м поколении. Мои дети врачи в 4-м поколении. Занимаюсь эстетической хирургией добрые 17 лет. В первую очередь, чтобы стать любым специалистом хорошим, нужно быть хорошим человеком. Хорошим человеком нету науки становиться. И хороший человек, он берет все прошлое, живет в настоящем и думает о будущем. Так вот, для того, чтобы быть хорошим, нужно быть праведным, честным. Самое главное — анализировать свои действия и направлять этот анализ в развитие будущего. По каким-то канонам, точно кто это описал, я не знаю, но говорят, что если ты хочешь стать профессионалом, ты должен заниматься этим 10 тысяч часов. И тогда у тебя все получится. То есть где-то, наверное, это работает, но на сегодняшний день я себя не назову профессионалом. Я тот, который продолжает обучаться, продолжает развиваться, анализировать свои действия. Это именно искусство, и когда-то, по-моему, в 2002 году я проходил специализацию у доктора Рафаэля Делля Плаза, итальянский знаменитый хирург, и он говорил, что пластический хирург – это воятель. Только мы не снаружи по камню бьем, а изнутри, чтобы это было незаметно, но при этом создавали определенные фигуры и формы. Как недавно я разговаривал со своим сыном, он готовится стать пластическим хирургом, и он дал четкое определение. Каждый пациент – это вызов твоей профессиональности, потому что нету одинаковых людей, нету в пластической хирургии шаблонных, одинаковых операций. Да, они где-то приравнены к одному стандарту, но каждый человек индивидуален, и здесь вот каждый пациент является вызовом для хирурга. Бесит в работе нехватка времени. Нехватка времени для того, чтобы я давно вышел из зоны комфорта, и, соответственно, у меня разнонаправленная деятельность, не только лишь выполнение рутины операций. Я еще занимаюсь обучением, я читаю лекции в России, за границей, обучающие мастер-классы провожу. Практически каждый раз в месяц один раз я вылетаю за границу, чтобы прочитать лекции или выполнить показательную операцию. И вот меня бесит, что мне не хватает времени. И больше всего бесит, когда у меня есть это время, а я лентяйничаю. На сегодняшний день Киргизия, наша страна, республика, признана меккой пластической хирургии азиатских век. На территории России, Грузии, Украины конкурируют с нами Казахстан и Узбекистан, но наши научные работы, наш анализ работ, он привел к такой известности нашей страны, что это мекка азиатских век. Вот сюда приезжают специалисты из разных стран обучаться именно нашей киргизской методике. И прогресс такой прогрессирующий прогресс. Наверное, самая какая-нибудь простая профессия, может быть, мебельщиком, может быть, строителем, может быть, архитектором. Что-то такое с изобретением однозначно. Я бы с удовольствием вернул сознание людей в период советской власти. Я помню тот период жизни, и там обязательно почитали старших, младшие слушались старших, но это был закон, старший сказал, надо выполнять, без аргументов. Я помню тот народ, который не занимался торговлей. Киргизы не были в торговле настолько углублены. Я помню тот народ, который следил за порядком. Я помню не только киргизов, я помню бабушек в подъезде, которые не пускали в домашних тапочках в магазин. Я помню, мою сестру вернули
Сказали, куда пошла? В магазин за хлебом. Иди одень платье, одень сандалии. То есть было так во Фрунзе. И вот не было тогда, немыслимо было в калошах выходить на улицу. Сейчас это есть. Надо, знаете, наверное, абстрагироваться от того, что, ну да, я понимаю, сейчас тяжелый период жизни, да, финансовая нехватка, потребительская корзина, политические передряги, но оставаться в первую очередь воспитанным человеком, это очень главное. Это очень важно, я извиняюсь. Перетоки существуют. И дело в том, что, скажем, хороший специалист, он уезжает за границу не только лишь из-за возможности получить большую зарплату за то знание и умение, которое он имеет. Нет, должны быть удобства для его работы. Если создать именно такие удобства, то зачастую специалисты работают, если они специалисты, ни в коем случае не за деньги. Они работают за свою профессию. Своей супругой, своей семьей, будущим. Очень много разных таких планов на будущее. Вот эти планы, они меня вдохновляют на то, чтобы созидать и двигаться вперед, никогда не останавливаться. Да, я считаю, что я успешный, потому что меня как профессионала знают, ну, практически почти во всем мире. То есть я докладывал нашу киргизскую классификацию азиатских век и методику нашей операции на Всемирном конгрессе. Я докладывал на общеевропейском конгрессе в Монако, в Америке. В России я докладывал нашу классификацию и методику более чем 20 раз, и я даже получал благодарственную грамоту от министра здравоохранения России. Человек любой всегда развивается, только в какую сторону? Если в сторону созидания, ну, развитие идет, человек на месте не стоит. Ну, сегодняшние определенные знания получив, он не стоит на месте, он их применяет. И я думаю, что Киргизстан — это одна из тех стран, которая развивается и в политическом плане, и в экономическом плане. Главное, чтобы было мирное небо, и будет очень все хорошо. Ну, мне не нравится не сам вопрос. Человек задает то, что ему интересно. Мне не нравится, как его задают. Сись, бегун, на работе принимает классың арвы. И вот тут понимаешь, что человек, да, знает и киргизский, и русский, но задает вопрос на непонятном языке. Там, допустим, сегодня консультацияға приходить этсек болову, вот это вот вообще неправильные вопросы. Конечно, можно. Из 3 миллионов в год имплантируемых женщин 2 миллиона – это не рожавшие, не кормившие женщины, и с имплантами они устанавливаются пожизненно, можно рожать и кормить, что и делают во всем мире. Оптимизировать, но смотря какой дефект. Посттравматический, врожденный дефект. И просто дефект — это так вот объемно сказано, но в любом случае у хирурга однозначный ответ получить очень сложно. То есть мы, врачи, должны видеть и потом можем сказать, что из этого может получиться. Количество пациентов прогрессивно растет. И у меня есть объяснение, я часто его повторяю в интервью. Дело в том, что у обывателя появился гаджет, смартфон. Он может загуглить, просто набрать «пластическая хирургия Бишкек» или же там «пластика век в Киргизстане», да? И он увидит 1000 фотографий, сотни описаний. То есть вся информация в секундной доступности. А раз уж человек имеет информацию, он может, соответственно, уже запланировать себе какое-либо изменение. То, что его докучало, был какой-то комплекс неполноценности. И сейчас из-за того, что обилие гаджетов, обилие информации, соответственно, и растет количество желающих.
В моей практике это увеличение груди, это пластика азиатских век, это омолаживающие операции на лице, это топ-3. Ну и пластика носа тоже. Да нет, у меня в принципе распределены операции все нозологии где-то на равной степени. Ну, видите, силиконовые импланты и грудь — это две разные направления. Силикон лежит ни в коем случае не в железе, и он не касается железу. Железа живет своей жизнью, и прогноз ее жизни зависит от дисгормональных нарушений, от поздних абортов, от травм, от экологии. Вот. И давая ребенку новорожденному силиконовую соску, которую он сосет 2 года, мы знаем, что соска не вредит. Если пожилому человеку ставится клапан сердца, части которого силиконовые, мы знаем, что этот клапан будет перегонять его кровь, и это тоже не вредит. Силикон в голень или в ягодицу не вредит. В одно время силикон натворил очень много бед в Америке, и на самом деле натворил бед не силикон, а соевое масло в силиконовом импланте. Оно вызывало поголовный рак. И, соответственно, сейчас отождествляют прошлое с настоящим. Но в настоящем мы все давно должны понимать, силикон инертный для организма человека, и он не вызывает рак молочной железы. Конечно же, в первую очередь надо взвесить все за и против, насколько это нужно. Самое главное — это попасть к профессионалу. Ни в коем случае пациент не должен быть подопытным, испытательным кроликом. Нет. Надо идти, выбирать хирурга, тщательный отбор. То есть пациент имеет право выбирать себе врача. Вот пациент должен быть уверен в этом докторе, которого он выбрал, уверен в его предложенных имплантах, либо предложенной операции. Он должен порой даже пообщаться с пациентами, которых оперировал данный врач. Но долгое время молодым невозможно оставаться, мы стареем каждый день с момента рождения. Вот. А оставаться здоровым, мне очень нравится современная молодежь. Люди, которые приходят ко мне консультироваться на операцию, в первую очередь спрашивают, а когда можно заниматься спортом? И причем человек не спортсмен, но на беговой дорожке, молодые люди, вот, и фитнес-зал, и бассейн ли. Вот. Самое главное — быть и чувствовать себя счастливым. Каждый чувствует себя счастливым по-своему. Кто-то съедает 20 мант в день, набирает вес и чувствует себя счастливым, но в итоге нездоровым. Кто-то съедает пол-лепешки в день, да, с красивой, хорошей формой тела, и вот он более приближен к здоровому счастью. Нашей медицине не то чтобы нужно доверять. Нужно доверять, потому что порой иностранная медицина бывает черти знает какая относительно нашей стандартной медицине.